Сосногорск, 9 утра, на пульт службы 112 поступил звонок. Очевидец сообщил, что в здании железнодорожного вокзала взорвалась бомба. Спустя минуты на месте сотрудники полиции, кинологи, Росгвардия, пожарные и медики. По уточненным данным, в результате взрыва погибло 5 человек, еще 10 получили травмы. Если не знать, что это учение, можно подумать, действительно все серьезно. Пострадавшим оказывают первую помощь на месте, самых тяжелых госпитализируют в районную больницу. В результате оперативно-розыскных мероприятий стало известно, что к взрыву на ЖД-вокзале причастны трое, их личности установлены. Преступники скрылись в лесу в северо-восточном направлении от моста через реку Ижма. В целях экономии ресурсов контртеррористическая операция проводится на схожем участке местности в местечке Соколовка. По легенде учений, террористы вооружены могут иметь взрывчатку. Участок леса оцеплен по периметру. Группа захвата получает последние инструкции. Район поисков разбит на квадраты. Сверху территорию мониторит квадрокоптер с тепловизором. Он покажет, где именно укрылись преступники. Но воздушная разведка результатов не принесла, слишком густые деревья. А значит, группе захвата предстоит прочесывать лес, метр за метром. Идут цепочкой, осторожно и медленно, осматривая каждый куст, возможно, в траве растяжки. Поисковая группа обнаружила первого террориста в кустах примерно в 1,5 километрах северо-восточнее железнодорожного моста. На требование сдать оружие преступник подчинился и сдался силовикам. Второго искали чуть дольше. При захвате он оказал вооруженное сопротивление. Ответным огнем террорист был нейтрализован. Встать! Руки вверх! Руки вверх! Встать! Встать! В ходе оперативно-розыскных мероприятий на территории Сосногорска был задержан пособник террористов. На этом контртеррористическая операция завершилась. Совместное учение сотрудников регионального управления ФСБ, подразделения МВД, Росгвардии, ГУФСИН и МЧС проходит регулярно. Силовики отрабатывают сценарии всех возможных угроз и согласованность своих действий в условиях, приближенных к реальным. Подводя итоги нынешних учений, руководитель оперативного штаба в Коми Владимир Щуровский отметил, что в целом они прошли на должном организационном уровне. Все участники с поставленными задачами справились в полном объеме. Личный состав задействованных структур продемонстрировал высокий уровень профессионализма и слаженности. Алексей Корчма, Виктория Науменко, Олег Юшков, Павел Лагутин, телеканал Юрган, Сосногорск, Сыктывдинский район.